Отец Георгий, а можно ли спастись вне церкви? Как-то подошел ко Христу во время земной жизни Христа один юноша и спросил, кто может спастись? И Бог ответил удивительными словами. У человека ничто невозможно. Возможно у Бога. И в этих словах на самом деле и наше великое утешение. То, что наше спасение, оно именно в Боге. Оно как будто бы не зависит от того, сколько мы пропастились постов, сколько мы совершили молитвенных правил. Самое главное – это наше единение с Богом. Вопрос в том, как оно достигается. Вот это более сложный вопрос. Вот сейчас вспоминается ответ Феофана Затворника на один вопрос, который некогда ему задали. Его спросили, спасаются ли католики? И он сказал, я не знаю, спасаются ли католики, могу сказать за себя. То, что я, находясь вне православия, не смог бы спастись. Потому что это другая жизнь, это другое мировоззрение. Но и тоже откроюсь немного. Я, как человек, имеющий родственников и живых, и почивших, которые не принадлежали к нашей православной христианской традиции, надеюсь, что Бог по своему милосердию все-таки может и окрестить их в бане своего милосердия, и как-то призвать их. В этом наша надежда. Могу сказать еще одно. То, что, конечно, мы не выбираем, от кого мы рождаемся, в каких условиях мы воспитываемся. Мы не выбираем, в каком обществе мы находимся, ведь формирует человека буквально все его окружение. Все, что окружает человека, его формирует, мировоззрение в том числе. И есть еще одни удивительные слова. Спросится больше с того, кто больше знает. Это евангельские слова. Бит будет больше тот, кто больше знает, кто меньше, тот будет бит меньше. Конечно, с нас, наверное, будет спрашиваться по тому опыту, который у нас есть. Но за себя также могу сказать, что мне вне церкви спасения нету. Именно здесь я получаю ответы на многие вопросы, касающиеся и жизни земной, и жизни вечной, и сложилось четкое понимание, кто такой Бог, как можно его постигать, и что самое важное, почему необходима даже церковь для спасения, потому что Бог себя преподносит в церкви, раскрывает себя в том числе в церкви, через различные жизненные обстоятельства. Нам иногда надо просто увидеть этот зов Божий. Мы, конечно, часто этот зов Божий от себя как-то отторгаем, потому что мы понимаем, что если Бог есть, то мы не можем быть прежними. Нам надо что-то менять в жизни. Значит, Он что-то от нас хочет. Значит, зачем-то Он создал человека. И у всего есть своя цель. И мне надо будет меняться, мне надо быть другим, а мне не хочется. Вот. Это уже вопрос другой. То, что мы часто этот зов Божий отталкиваем в пользу своих хотелок, своих хотений, своих предпочтений. А если мы все-таки попробуем услышать его, то я убежден в том, что каждый ищущий человек в конечном итоге придет с помощью Божией. Потому что искреннему человеку и желающему ему постичь его с большой буквы Бог открывается.